В Астане рухнула часть строящихся зданий будущей всемирной выставки «Экспо-17». Конструкции обрушились под грузом снега. Кроме того, в Астане сейчас сильные холода. Температура воздуха доходит до минус 27 градусов. О жертвах и пострадавших от этого ЧП пока ничего не сообщается. Это ёбнулось. Строительная компания BI Group заявляет, что речь идет всего лишь об обрушении воздушного коридора между павильонами. Также сообщается, что ЧП произошло в обеденный перерыв, и никого на строительной площадке не было. Рабочие говорят об обратном. Многим из них удалось спастись лишь случайно. Рядом со стройплощадкой до сих пор находится несколько машин скорой помощи. Я успел зайти в павильон, я лично это не видел, у меня только тряхануло, то, что вот землю тряхануло. Я зашел уже, потом, я даже не понял, что это было, потом люди там, рабочие внутри павильона входят, они побежали, говорят, там что-то рухнуло, я им сначала не поверил, потом сам подошел к окну, да, рухнуло. Руководство «Экспо-17» оправдывается и делает заявление, что основные павильоны не пострадали, и на проведение выставки случившееся не должно повлиять. Основные конструкции не задеты. На данный момент производится расследование, потому что работы все были проведены по проекту. На данный момент не могу вам сказать никаких заключений. Это будет выясняться завтра, послезавтра, возможно, в течение недели даже будет известно только. Все сотрудники, которые были здесь, когда мы приехали на место происшествия, никого пострадавших не было. Ну, вот есть сотрудники внешнего, которые работают подрядчиками? И подрядчиками, среди подрядчиков тоже никаких пострадавших нет, никаких заявлений не поступало. И, честно сказать, даже скорой не видел. Это не первое ЧП во время строительства павильонов «Экспо-17» в Астане. В апреле там случился пожар, загорелась кровля и утеплитель одного из строящихся объектов. И вот новое чрезвычайное происшествие. Критики проведения «Экспо» в Казахстане считают, что всему виной разгильдяйство и колоссальные хищения денег, выделенных государством. Опозорились на весь мир. Вы представляете, что это сегодня упала вот эта конструкция? Я уверен, что когда будут открывать Экспо, будут места, где будут валяться мусор, где будут недостроенные места, где будут забиваться последние гвозди, последние шурупы вкручивать последний час перед приходом президента. Потому что у нас такой менеджмент. Точнее, у нас есть хорошие менеджеры, но их не допускают.